В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Власти Якутии направили на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса около 35 миллиардов рублей. Из них 7 миллиардов рублей было направлено на поддержку системообразующих предприятий, 1 миллиард на поддержку малого бизнеса. Порядка 13 тысяч предпринимателей получили поддержку в разной форме. Это прямые субсидии, налоговые льготы и продление сроков уплаты налогов. На поддержку здравоохранения региона было направлено более 9 миллиардов рублей. Выплаты и пособия получили 160 тысяч семей с детьми на сумму более 7 миллиардов рублей. Более 2 миллиардов рублей было выплачено 57 тысячам безработным. Стоимость квадратного метра жилья в Якутии в 2021 году составила в среднем 106,5 тысяч рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ситуацию повлияло несколько факторов. В первую очередь новые правила привлечения средств граждан-участников долевого строительства. Сегодня застройщики должны привлекать средства в кредитных учреждениях, что, соответственно, влечет за собой удорожание стоимости квадратного метра в целях обслуживания этого займа. Также на цену влияет отсутствие земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. Свыше 400 молодых семей в Якутии получили поддержку по улучшению жилищных условий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. В этом году на эти же цели предусмотрено 159 миллионов рублей. Для участия в программе обеспечения жильем молодых семей возраст супругов не должен превышать 35 лет. Кроме того, орган местного самоуправления должен признать семью нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также учитывается платежеспособность. Свыше 8,5 тысяч человек было трудоустроено в 2020 году в Якутии по программе «Местные кадры в промышленность». Самыми популярными сферами среди соискателей оказались транспорт, дорожное строительство и жилищное строительство. Отметим, что на потребность в кадрах в строительной отрасли оказали пандемия и закрытие границ. Подземную разработку золоторудного месторождения «Бадран» возобновят в Аймяконском районе Якутии. Результаты инженерных изысканий изучила главгосэкспертиза и выдала положительное заключение. Планируется, что уровень добычи золотосодержащей руды и ее переработки составит до 200 тысяч тонн в год. Если говорить о месторождении, то оно представляет собой золотоносную кварцево-жильно-прожилковую зону длиной по простиранию более 5 километров. Освоением запасов подземного рудника, начиная с 1984 года, занимается горнорудная компания «Западная», реорганизованная в 2008 году из одноименной артели старателей. В настоящее время рудник и золотоизвлекательная фабрика находятся на реконструкции. Компания «Эльга-Уголь» в 2021 году планирует нарастить объемы до 18 миллионов тонн. Что касается долгосрочных планов, к 2023 году планируется увеличить добычу угля до 45 миллионов тонн. Инвестиции в проект составят 130 миллиардов рублей. Помимо увеличения добычи угля, средства будут направлены на строительство горнообогатительных комбинатов, расширение пропускной способности собственного железнодорожного пути Эльга-Улак до 30 миллионов тонн. Кроме того, к 2025 году компания намерена построить на территории Эльгинского угольного комплекса вахтовый поселок с численностью до 25 тысяч человек. Для создания необходимой инфраструктуры планируется строительство аэропортового комплекса. В продолжении темы компания «Якутуголь» планирует реализовать свыше 5,5 миллионов тонн угля в этом году. Ожидаемый рост производственных показателей руководство компании связывает с возможностью увеличения объемов экспорта. Отметим, что продукция «Якутугля» пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Концентрат коксующегося угля поставляется металлургическим и коксохимическим предприятиям центральных районов России, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Украину. Общий объем минеральных запасов на конец года составляет 171 миллион тонн. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.